Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два героя. Игроки сегодня это Алиса и Ильнур. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пришел сюда проявить себя, проверить себя, подкрепить свои навыки. Татарский язык пригождается везде и всюду. Пришла за развитием. Татарский язык мой родной язык. Хочу в этой области развиваться. Не хочу забывать свой родной язык. Пришла за новыми впечатлениями. Правила первого тура очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Надо будет решить, кто будет выбирать первым. После этого вашему вниманию будет предложено 8 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, у вас будет 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработайте 2 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать дополнительный балл на вопросе соперника будет у вашего соперника. Помимо этого, первый тур не лишен неких сюрпризов, так называемых бонусных вопросов, ровно по одному каждому. Все понятно? Да. Ну что ж, уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи», первый раунд, и мы начинаем. Ильнур, Алиса, итак, перед вами две темы – геология и урбанистика. Кто выбирает первый? Ну, я предоставляю право выбора Алисе. Алиса. Геология. Геология. Ну ладно, геология-то геология. Итак, тема геология, играем с Алисой. Алиса, как по-татарски будет пласт? Кот. Котлау. Котлам. Кот. Это, скорее всего, будет этаж. Котлау. Что-то, что можно потрогать. Котлам, мне кажется, будет слово пласт. Котлам. Принято. Волнуетесь? Немного. Это правильный ответ. Кот – это этаж, котлау – это сословие, а котлам – это пласт. Ильнур, играем с вами. Ильнур, как по-татарски будет ископаемое? Козылма, козылу, козылык. Козылык – это колбаса. Козылу – это что-то связанное с копанием, а козылма – это как раз-таки ископаемые. Файдалы козылмалар. Полезные ископаемые. Файдалы козылмалар. Козылма – это правильный ответ. Действительно, козылма – это ископаемое. Козылу – это рыться. А козылык – это козылык. Колбаса. Алиса, чем занимаетесь? Работаю. Где работаете? В туристической компании. А часто приходится общаться на татарском языке? Да. Люблю свой родной язык. Если есть возможность поговорить с кем угодно на татарском языке, я не упускаю эту возможность и разговариваю на татарском. А бывают моменты, когда с клиентами разговариваете на татарском? Бывает. Замужем? Нет. Отлично. Итак, третий вопрос. Играем с вами. Алиса, как по-татарски можно сказать «руда»? Такое легкое слово «руда». Каждый день используется. Тимер, магден, магбар. Тимер – это железо. С этим я решил согласиться. Махден, к сожалению, глубокому сожалению, я не знаю, как переводится. И махбер в том же контексте. Как вы думаете, магден или магбар? Пусть будет махбер. То есть вам кажется, что магбар? Махден, мне кажется, не руда. Хотя я не знаю. Хотя вы не знаете. Да. Давайте пусть будет Махден. Махден или магбар? Махден. Махден. Да. Второй вариант. Да. Все, ладно, не буду вас уговаривать, пусть будет второй вариант. Переживаете? Да. Неохота отдавать балл сопернику. Это правильный ответ. Магбар – это переход, переправа. Тимер действительно железо. А Махден – это руда. Между прочим, в некоторых языках Махден означает еще и минерал. Ну, тут такое значение имеет место Буду быть. знать. Четвертый вопрос. Ильнур, вы чем занимаетесь? Чем только не занимаюсь, честно.
Стройкой увлекаетесь? Нет, основная Сварщик? работа... Нет, основная работа в сетевой компании. Я работаю Приволжские электрические сети Ого. механиком. Вот, и в свободное время, как хобби, я еще увлекаюсь проведением торжеств, банкетов, юбилеев. А, вы ведете свадьбы, праздники, корпоративы. Отлично. Переведите на татарский язык слово «олово». Кургаш, аккургаш, крыш. Хорошо, это сталь, а кургаш это тоже применяется во время пайки. Кургаш как раз таки то самое слово, которое часто применяется в пайке. И я считаю, что это слово кургаш. Кургаш. Да. Настаиваете на этом? Да? Уверены в этом? Уверен. Это неправильный ответ. Да, Как же по-татарски будет олово? Оккургаш или крыш? Аккургаш. Оккургаш. Это правильный ответ. Спешу вас обрадовать, расстроить или просто сообщить. Кургаш – это свинец. Оккургаш – это олово. А вот крыш – это сталь. Итак, 5-й вопрос. Играем с вами. Алиса, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет яхант? Легкое слово яхант. Яхут. Якут. Яхут. Я думаю, что яхуд. Яхуд. Первый. Да, первый вариант. То есть вам кажется, что яхуд? Да. Ну вот. Это неправильный ответ. Ну, внимание, Ильнур, есть возможность заработать дополнительный балл. Как же по-татарски будет яхант? Якут, якут или яхут? Ну, яхут это больше применяется как в качестве имени человека. И я все-таки считаю, что это слово, ну, второй вариант, якут. Якут. Это правильный ответ. Яхут – это еврей. Яхут – это частица, означающая «или». А вот якут – это действительно яхант. Буду знать. Итак, Ильнур, играем с вами. 6-й вопрос. Переведите на татарский язык слово «опал». Охак. Ок-охак. Хендак. Хендак. Охак, ок-охак, хендак. Хендахох. Почему-то мне кажется, что это первый вариант ответа. Ахак. Охак. Охак, охак, охак. Это неправильный ответ. Знакомая ситуация, если честно. Как вы думаете, как будет опал по-татарски? Ок, охак или хандак? Почему-то, когда только задали этот вопрос, я подумала, что это ок-ахак. А хандак, я даже не знаю, что это такое. Ну, доверимся Поэтому- интуиции? Да, доверимся интуиции. Я отвечу ок-ахак. Ок, охак. Это правильный ответ. Интуиция женская, как раз как я и говорил. Дело в том, что охак – это агат. Ок-охак – это опал. Будем Хандак – знать. это ров, траншея. 7-й вопрос. Играем с вами, Алиса. Как по-татарски будет горючее? Ягулок, ягу, ягула. Давайте посредством исключения начнем. Давайте. Ягу – это поджечь. Ягула – это пригодное для поджигания. Ягулок, я думаю, горючее. Ягулок – это горючее. Это абсолютно правильный ответ. Ягу – это топить, ягула – топящийся, а ягулок – действительно горючий. 8-й вопрос. Ильнур, играем с вами. Как по-татарски будет горная порода? Тау неселе, тау токома, тау породоса. Таупородос это, в принципе, чисто логически невозможно, потому что порода это и есть. Таутакома это как раз-таки горная порода, потому что Тау-Населе это продолжение, это наследие, горное наследие. Принято. Это правильный ответ. Действительно, тау неселе так не говорят. Ну, не говорят, да, потому что Ну, неселе дословно, это если перевести. порода, род. Тау породоса так тоже не говорят.
Ну, и так не говорят. Единственный вариант, который существует, это таутакума. Ну что ж, я вам говорил о том, что помимо традиционных 8 вопросов, есть некий небольшой бонус первого тура, который у нас с вами существует. Он предполагает перевод по одному слову с английского языка на татарский. Если отвечаете правильно, зарабатываете 3 балла. Если нет, то дополнительные 2 балла на вопросе соперника может заработать, собственно, тот самый ваш соперник. Начинаем с вас, Алиса. Вам достается слово call. 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 Знакомое слово? Слышала. По-моему, это глина. Нет? Не знаю. Но этот же вопрос тоже связан с ископаемыми. Ну, С геологией. естественно, конечно. Ну, я думаю, что здесь больше всего подходит слово глина. Я хочу ответить, что этот вариант глина. Татарща? Татарща. Кызыл ком түгелдер. Мен білмеймін, я не знаю. Ну что ж, Ильнур, есть возможность заработать 2 дополнительных балла. Как же по-татарски будет call? Я знаю то, что подобное звучание также call, то есть S русское, А и Л. Это звонить. А call, раз Call. уж начали глина, пусть это будет кызылбалшык. Кызылбалщик. Принято. Это неправильный ответ. Coal с английского на русский переводится как уголь. Уголь по-татарски будет кумер. Ну что ж, второй вопрос достается вам, Ильнур. Как с английского на татарский переводится слово oil? Oil, май. Мой. Май, нефть, бензин. Мой, нефть или бензин? Дословно это будет май. Oil, масло. Напоминаю, у нас тема с вами геология. Все в теме геологии. Пусть тогда будет нефть. Пусть тогда будет. А по-татарски? Коралтон. Коралтон. Это образное выражение. Как по-татарски будет нефть? На самом деле все очень просто. Нефть. Такое, что ли? Нефть. Нет, коралтон деп айталар инде, потому что... Ну, коралтон это черное золото. Да. А как нефть будет по-татарски? Затрудняюсь ответить. Любой вариант. Какой вот вам кажется правильным? Потому что если вы ответите неправильно, Алиса заберет 2 балла за вами. Пусть это будет... Будьте уверенней. Коралтон или башканы айта алмайм. Коралтон. Настаиваете на этом варианте ответа? Нет. Я вам говорю, что это неправильный ответ. Я подсказываю вам. Я отрицаю. Я помню то, что даже когда по радио говорят, нефть барили, и там не говорят Ну, значит, по-татарски нефть как будет? нефть. Ну, Так и будет. гениально, это правильный ответ. Сейчас я вам открою маленькую истину. Дело в том, что нефть это не русское слово. Слово нефть это персидское или тюркское слово. В Иране нефть по-персидски так и будет нефть. На самом деле арабской графикой пишется там 3 буквы Н, Ф и Т. Так. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом первый тур нашей игры подошел к концу. И по итогам первого тура у нас равенство. Вы набрали по 8 баллов. Я вас поздравляю. Это не все, это только начало. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале.
Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Алиса и Ильнур. Первый тур позади, и по итогам первого тура абсолютное равенство. У обоих участников по 8 баллов. Вы готовы играть дальше? Конечно. Ну что ж, мы начинаем второй тур телеигры «Переведи». Правила второго тура очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы, и выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. А у вас абсолютное равенство, так что решайте, как хотите. Пусть уже в этот раз Алиса сама решает, кто будет выбирать. Отлично, договорились. После этого вашему вниманию будет представлено 8 слов, которые надо перевести с татарского языка на русский. Ситуация немного меняется. Отвечаете правильно, зарабатываете 4 балла. Отвечаете неправильно, и возможность заработать дополнительно 3 балла будет у вашего соперника. Чтобы было проще, будет также 3 варианта ответа. Все понятно? Да. Уважаемые телезрители, мы начинаем второй тур телеигры «Переведи». Ну что ж, кто выбирает? Алиса пусть выбирает. Алиса, во что играем? Химия, ботаника? Химия. Отлично. Химия — это очень просто. Понятия не имею, насколько это просто. Итак, первый вопрос. Играем в тему химия. Алиса, как с татарского языка на русский переводится слово «софмадде»? Измененное вещество, чистое вещество, мягкое вещество. Чистое вещество. Это правильный ответ. Измененное вещество «узгартильген мадде». Мягкое вещество «юмшак мадде». А софмадде действительно чистое вещество. Ильнур, вы сильны в химии? Ну вот 4 была. Ну, посмотрим. Иногда 4, 5 стоит. Да. Как с татарского языка на русский переводится слово «котнашма»? Смесь, союз, раствор. В принципе, если так рассудить, смесь — это и есть хлопнашма. Союз — ну, это совмещение. Раствор также. Только, мне кажется, хлопнашма в этом плане идет не жидкое вещество, а пусть это будет смесь. Смесь. Да. Это правильный ответ. Союз по-татарски будет «брлик». Да. Раствор будет «ритме». А смесь по-татарски будет «котнашма». Алиса, играем с вами. Вы сильны в химии вообще? Да. На каком языке химию в школе изучали? На русском. На русском. Как с татарского языка на русский переводится слово «бр-ишлелек»? Кристаллизация, однородность, плотность. Однородность. Однородность. Это правильный ответ. Кристаллизация татарша была кристаллашу. Однородность бришлелек. Плотность тагызлык. Ильнур. Ильнур, как с татарского на русский переводится слово тундыру? Отстаивать, растворить, выпаривать. Смешное все-таки слово «тундыру». Очень смешно. Во всех смыслах слова можно понять, в принципе. Но правильный ответ все-таки будет «отстаивать». Тонаксу, тандыргансу, отстаившаяся вода. Отстаивать — первый вариант ответа. Это правильный ответ. Растворить ритерге, выпаривать паргайлендерге, да? А тандыру — это действительно отстаивать. Ну что ж, Алиса, в «Стране чудес». Напоминаю, что «Страна чудес» — это телеигра «Переведи». Как с татарского языка на русский переводится «химик аурелиш»? «Химик аурелиш». Оригинальное такое слово. Химический распад, химическое превращение, химический осадок. Химическое превращение. Это абсолютно правильный ответ. Химический распад — химик таркалу, химический осадок — химик утырма, а химическое превращение — химик аурелиш. Как с татарского языка на русский, Ильнур, переводится слово «мадда мигдара»? Плотность вещества, количество вещества, свойства вещества. Плотность вещества — это мадданың тығызлығы получается. Свойства вещества — мадданың сифаты. Количество вещества, даже знаю, в чем измеряется, в молях. Это получается правильный ответ — количество вещества, мадда мигдара. Мадда мигдара — это правильный ответ. Плотность вещества действительно мадда тығызлығы. Свойства вещества мадда узлиги, говорят. Узлиги. Да, а количество вещества мадда мигдара. Откуда вы знаете? Такое ощущение, как будто вы химию на татарском учили. Честно, у нас была 10-я татарская гимназия, но изучали химию на русском языке. Но все равно, когда читаешь, сопоставляешь, все равно как-то обращаешь внимание и сталкивался.
и на татарском Здорово, языке приятно тоже видеть подобращали. хорошее знание татарского языка, если честно. Каждый раз радуюсь. Как в учебнике химии с татарского переводится термин «орану»? Алиса. Прикасаться, смешиваться, вступать в реакцию. Вступать в реакцию, это будет реакция васу, Говорю, крыл. Смешиваться будет булгану. Ну да, может быть, наверное. Прикасаться тию минимще. То есть, по вашей версии, здесь должен быть четвертый вариант ответа. По-моему, да, потому что орану, если честно, Напоминаю, что этот термин взят из учебника химии Химии. на татарском языке. пусть будет вступать в реакцию. Всем кажется, что вступать в реакцию. Ну ладно, вступать в реакцию, так вступать в реакцию. Это неправильный ответ. Ильнур, есть возможность заработать дополнительные 3 балла. Как по-татарски будет «орану»? Как с татарского языка в учебнике по химии переводится слово «орану»? Прикасаться или смешиваться? Но рану, мне кажется, это будет прикасаться. По одной простой причине. Рану – это, ну, стальга рандом, допустим, прикоснулся к столу. Я считаю, что это первый вариант ответа. Это правильный ответ. Смешиваться кушалу. Вступать в реакцию. Реакция кру. А прикасаться орану. Ну что ж, 8-й вопрос. Это последний вопрос второго тура. Ильнур, как с татарского языка на русский переводится слово «сонча кимет»? Численное значение, ограниченное значение, ценность чисел. Это точно с химией? Что-то по математикой попахивает. А как же в химии без математики-то? Численное значение. Вот Численное значение как раз-таки это и будет саншах кимет. Да? первый вариант. Да. Это правильный ответ. Ограниченное значение «шиклянган бильге». Ценность чисел «соннарның кыйматы». Численное значение «сонша кыймат». Уважаемые телезрители, уважаемые участники. Ильнур, во втором туре вам удалось уйти вперед, и вы вырвались. У вас 27 баллов. Алиса, у вас 20 баллов. Будем догонять в финале. Договорились? Уважаемые телезрители, не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Впереди нас ждет финальный раунд. Итак, уважаемые участники, Ильнур, Алиса, правила финального раунда очень просты. Сейчас перед вами появятся 2 темы. После этого у вас будет 8 вопросов, в рамках которых надо будет 8 слов перевести с русского языка на татарский. Особенностью является то, что вариантов ответа здесь не будет. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможно заработать дополнительные 5 баллов будет у вашего соперника. Все понятно? Да. Цена ошибки велика, и мы играем в финальный раунд телеигры «Переведи». Ильнур, Алиса, 2 темы: районы Татарстана и ботаника. Традиционно выбирает тот, у кого больше баллов по сумме первого-второго раунда. Это вы, Ильнур. Во что играем? Пусть это будет районы Татарстана. Пусть это будет районы Татарстана. Играем в тему районы Татарстана. Играем с вами. Ильнур, как по-татарски будет Дрожжиновский район? Шупраля. Просто Шупраля? Шупраля района. Шупраля района. Это правильный ответ. Алиса, как по-татарски будет Камско-Устинский район? Кама-Тамага района. Отлично. Это правильный ответ. Ильнур, как по-татарски будет Свияжск? Остров-Град, остров Свияжск. Давайте вот так. Свияга это зей. Зей буе. Зайбую. Да. Это неправильный ответ. Алиса, 5 баллов на кону. Как же по-татарски будет остров Свияжск? Я предположу, что это будет Зей-Утрауа. Зей-Утрао. То есть вам кажется, что Зей – это Свияжск? Нет, Зей это Заинск. Ага. Но с перевода слова свияга я не знаю. Просто знаю, что это Утрауа. Угу. Пусть будет Свияжск Утрауа. Свияжск Утрау. Это неправильный ответ. Остров Свияжск по-татарски будет Зие Утрауа.
А находится он в Зеленодольском районе Республики Татарстан. А Зеленодольский район по-татарски будет Яшель-Узен районом. Вам достается, Алиса, Тетюши. Тетеш. Это правильный ответ. Как по-татарски, Ильнур, будет сельское поселение? Поселение – это народ жителей. Народ жителей? Ауыл хуҗалыгы яшәүчеләре. Ауыл хуҗалыгы яшәүчеләре. Итак, как по-татарски будет сельское поселение? Я подскажу, да? Вот въезжаете в сельское поселение, там есть такой плакат. Ауыл хуҗалыгы җирлеге. Ауыл хуҗалыгы җирлеге. Да. Сельское поселение. Да. Это прям обидно, знаете, бывает такой момент. Это неправильный ответ. Как по-татарски будет сельское поселение? 5 баллов на коню, Алиса. Сельское поселение. Сельское поселение. Все очень просто. Мне кажется, будет просто аул хуҗалыгы. Ауыл хуҗалыгы. Да. То есть из ауыл хуҗалыгы җирлеге вы оставили ауыл хуҗалыгы. Да. Аул хуҗалыгы. Ну, по-другому, по-моему, никак не говорят. Эх. Үзидарәсе Не түгелме? в том направлении сокращаете. Ауыл хуҗалыгы – это сельское хозяйство. Ауыл хуҗалыгы җирлеге – это сельскохозяйственное поселение. Сельское поселение по-татарски будет ауыл Җирлеге. җирлеге. Вот такой вот термин существует. Ух, прям как эти маленькие. Итак, Алиса, играем с вами. Как по-татарски будет юго-восток? Все очень просто. Да, знаю. Сейчас вспомню. Восток. Жилые кончилось. Это неправильный ответ. Ильнур, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Как по-татарски будет юго-восток? Көньяк, көн, чыгыш. Көнбатыш. Я вам даю время подумать. Пусть будет көньяк, көнчыгыш. Кыньяк-кынчыгыш. Это правильный ответ. Что ж, играем дальше. Ильнур, как по-татарски будет муниципальное образование? Образование – это білім беру. Не в смысле образования, а в смысле... вот говорят же, муниципальное образование, город Казань. Муниципальное образование. То есть очень простое. Пусть это будет жирлі үзидарә. Җирле үзидарә. Да. Муниципальное образование. Это неправильный Я ответ. знал. Алиса, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Как по-татарски будет муниципальное образование? Муниципальное. Вот все пыталась вспомнить, но не могу Вот вспомнить. не над А этим вот словом бы я на вашем месте думал. Ну, нет такого слова в татарском языке, уж логично, наверное. тогда будет муниципаль җирле үзидарә. Җирле үзидарә. Что ж вы так прям прицепились-то к этому җирле үзидарә? Җирле үзидарә Мы любим напоминается землю. мне немножко другое. Встретимся мы с этим словом рано или поздно. А муниципальное образование по-татарски будет муниципаль брямлик. Ну а теперь это воля судьбы. 8-й вопрос, последний вопрос финального раунда. Как по-татарски будет местное самоуправление? Җирле үзидарә. Җирле үзидарә – это правильный ответ. Уважаемые телезрители, на этом финальный раунд и целиком наша сегодняшняя игра подошли к концу. Вы играли здорово, это была действительно очень сильная, мощная игра. И результаты игры таковы. Удалось, конечно, сократить немного отставание, но не до конца. Вы набрали, Алиса, 32 балла. Ильнур, вы набрали 36 баллов.
От компании «Татарстан. Новый век» и телепроекта «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Алиса, вам достается русско-татарский, татарско-русский разговорник, который, надеюсь, вам где-нибудь будет помогать. Ильнур, вам достается татар-энциклопедия Сүзлиги. Вот хабуш вахтауху Трабзин. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570-50-76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровне. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Участвовать в игре мне очень понравилось. Много интересного для себя открыла. Будущим героям желаю успехов в знании татарского языка. Ну, очень рад, конечно, что проявил себя и не подвел, оправдал доверие нашего преподавателя по татарскому языку Зухры Ахатовны. Спасибо ей за те знания, которые она дала нам. Спасибо всем. Участвуйте, играйте, побеждайте.